ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 8 утра, Дом молодежи. Встреча работников МУП «Спецавтодор» с представителями управления ЖКХ и администрации. Сотрудники возмущены положением в организации и поведением ее директора Артема Карпа. По словам людей, руководитель развалил коллектив и к тому же оказался не слишком хорошим управленцем. Предприятие из прибыльного превратилось в убыточное. Например, как говорят люди, прошлой зимой работало 100 водителей, а сейчас их уже примерно 60 и дальше лучше не станет. На собрании сотрудники прямолинейно заявляют: к зиме мы не готовы, кому работать, если все разбегаются. Правда это или нет, но одно ясно точно – народный бунт назрел. С января месяца начали вместе с профсоюзом, а именно заместителем председателем профсоюза, урезать рабочие часы водителям, которые не состояли в профсоюзе. Не было спецодежды. Условия на работе создавались такие, что люди оттуда просто бежали. С нами не считается, мы люди второго сорта и все. В гаражах спецавтодора картина действительно удручает. После собрания рабочие провели небольшую экскурсию. Строения на территории базы обшарпаны и без всякого ремонта. Внутренние помещения запущены. Техника непонятна, то ли рабочая, то ли стоит на вечном приколе. Главная местная достопримечательность – шаттл. Так здесь называют туалет на улице для рабочих. Видимо, когда на земле все не важно, только и остается, что мечтать о звездах. К тому же, по мнению людей, директор использует свое положение в личных целях. Одна 20-кубовая машина была увезена ему на гараж, работала наша техника, наши люди там все разровняли, засыпались. И 3 машины было увезено, и на дачу его отца увезли. Я лично съездил, снял на фотоаппарат, эти фотографии есть. Руководство города выслушало претензии людей, но пока осторожно в оценках. Возможно, недовольны это лишь часть коллектива, к тому же высказанные проблемы пока лишь только слова. Услышать мнение самого директора не удалось. На собрании Артем Карп не присутствовал, на рабочем месте в своем кабинете мы его тоже не обнаружили. Однако понятно, что в ситуации необходимо разобраться. Если данные факты подтвердятся о том, что было сказано, то само собой такой человек не должен возглавлять предприятие. Если они подтвердятся, но на сегодняшний день пока подтвержденных фактов, то кроме того, что сегодня было озвучено, мы не имеем. Что касается сотрудников спецавтодора, то они обращались в прокуратуру и даже писали письмо Вячеславу Гайзеру. Однако пока результата не последовало. Сейчас часть работников хочет 2 вещей: переизбрать лидеров профсоюза, чтобы они достойно отстаивали их права, и, конечно, уволить Карпа.